В Национальной библиотеке Ингушетии прошел вечер памяти выдающегося ингушского писателя Ахмеда Бокова. В этом году со дня рождения классика национальной литературы, чьи произведения в списке любимых уже у нескольких поколений читателей, исполнилось 95 лет. На мероприятии собрались писатели, общественные деятели, преподаватели и учащиеся вузов и школ республики, журналисты, постоянные читатели библиотеки и, конечно, родные Ахмеда Бокова, возможность общения с которыми порадовала всех присутствовавших. Мероприятие у нас разноплановое, комплексное. Это будут и научные доклады ученых, и анализ произведений, и воспоминания коллег, близких писателей. Прозвучат фрагменты из его произведений. Поговорим о постановках спектаклей по произведению «Сыновья Беки», в частности, Ахмеда Хамиевича, который он сам считал самым главным своим произведением. Мы постарались привлечь к нашему мероприятию как можно больше учащейся молодежи. Ахмед Хамиевич, как и сам он неоднократно отмечал, очень много в его произведениях вошло из его личных наблюдений, из воспоминаний его родных. Все, что он видел в своем детстве, все, что ему рассказывали, все это он отразил в своих произведениях. И в своем интервью, говоря, когда у него спросили, каково ваше писательское кредо, он сказал рассказать правду о своем народе. Ну и, естественно, поэтому мы хотим, чтобы как много больше молодежи знали о произведениях Ахмеда Хамиевича. Начался вечер памяти с выступления председателя правления Союза писателей Ингушетии. Раиса Дидигова представила подробный обзор по творчеству Ахмеда Бокова. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, мы сегодня отмечаем почти вековой юбилей замечательного, талантливого человека, посвятившего всю свою жизнь служению Отечеству и литературе, создавшего целый ряд прозаических и драматургических творений, включая романы, повести, пьесы и рассказы народного писателя Ингушетии Ахмеда Хамиевича Бокова. Известность Ахмеду Бокову принесли повести «Райхан», «Трудный путь», «Буран», «Старый дом». Огромную популярность и славу принес писателю роман «Сыновья Беки», который 4-жды переиздавался в Москве в центральных издательствах. Одно издание вышло также в столице в серии «Библиотека российского романа». Широкому кругу читателей страны и ближнего зарубежья Ахмед Боков известен и как автор романа «Багровые зори», изданного в 2 московских издательствах и в «Роман-газете». Это первое и единственное издание произведений ингушской литературы в «Роман-газете» в тот период. За роман о нефтяниках республики «Юрский горизонт» Ахмед Боков удостоен звания лауреата премии ВЦСПС и Союза писателей СССР. Его пьесы «Мы вернемся», «Нани» и «Юрский горизонт» ставились в Грозном в театре имени Лермонтова. Творчество Ахмеда Бокова и сегодня во многом определяющее приглашает каждого читателя к совместной духовной работе по обретению нравственных ценностей, к личному и человеческому опыту их поиска. Огромное значение творчества Ахмеда Бокова не только для национальной литературы, но и культуры и истории отметил в своем выступлении ученый, редактор Ингушского научно-исследовательского института Хаважна Костхоев. Как не раз уже подчеркивалось, первые ингушские писатели, чье творчество приходится на 1920-30-е годы XX века, не представляли себе процесс становления нового общественного сознания без уничтожающей критики старого во всех его проявлениях. В романах Ахмеда Бокова отражены, в принципе, все вехи наиболее
исторически значимые вехи развития ингушского народа, ну, разумеется, и всего кавказских народов и так далее. У него есть романы о коллективизации, о высылке, о лагерной жизни, о переселении ингушского народа в Турцию. Он, во всяком случае, пытался охватить вот, наиболее значимые вот эти периоды жизни ингушского народа. Дело в том, что он тяготел к историческому роману. Но гражданскую войну и революцию лучше всего он показал, конечно, в этом романе «Сыновья Беки». Многие реалии, исторические события, которые он описывает в своих произведениях, их он видел собственными глазами. Например, в романе Беки Онгиша, в романе «Сыновья Беки», Ахмед Хамиевич многие эпизоды описывает с точки зрения мальчика Хусена. В этом, мне кажется, отразилось вот эти детские воспоминания. Он описывает эти события так, как он те годы их воспринимал. Ахмед Боков очень кропотливо и долго собирал информацию. Он разговаривал с огромным числом свидетелей тех лет. Он разговаривал с огромным числом людей, которые прошли через эти события. И он собрал огромный материал, огромного объема материал. И поэтому все это помогло ему так реалистично и так достоверно отразить те события. Большой интерес вызвал у собравшихся доклад профессора Ингушского государственного университета Ханифы Мартазановой. Ханифа Мартазанова представила детальный анализ литературного наследия Ахмеда Бокова, по-новому раскрывающий творчество писателя. Во-первых, хотелось бы начать с того, что выразить благодарность руководству Национальной библиотеки Республики Ингушетия, сотрудникам. Они действительно выполняют очень важную и нужную работу. Почему? Потому что литература, как ни одна другая дисциплина, она формирует душу человека. Действительно, Ахмед Боков был не просто писателем, а писателем-мыслителем, писателем-гуманистом. Представитель блестящей плеяды ингушских писателей второй половины XX века. С его именем связан качественно новый этап развития национальной художественной мысли. По масштабности осмысления исторического пути родного народа, многообразию и богатству жанрового видового состава, приверженности национальным художественным традициям, интенсивности новаторских поисков, литературное творчество художника слова является одной из ярких страниц ингушской литературы, ингушской словесности. После возвращения на родину с 1959 года будущий летописец народа работает на разных должностях. То есть, собственно, корреспондентом газеты «Сердало», режиссером сначала в Назрановском народном театре, затем на телевидении города Грозного. При этом он продолжает интенсивно заниматься творческим трудом. Когда мы имеем вот такую литературу, которая представлена яркими именами, бесспорно яркими именами, это Ахмед Боков, который принадлежит ко второму поколению ингушских писателей. Почему ко второму? Потому что он пришел в литературу во второй половине XX века. Отрадно отметить, что сегодня на мероприятии присутствует ученическая, студенческая аудитория. Почему? Потому что они должны учиться именно по тому, что создано нашими писателями на художественном уровне. Роман Ахмеда Бокова «Сыновья Беки» – любимое произведение для многих читателей. Здесь дана реальная история ингушского народа в очень сложный переломный период. Описаны события гражданской войны 1919 года и судьбы людей в круговороте этих событий. Он хотел осмыслить путь народа в революцию, путь народа в гражданскую войну. Он хотел осмыслить художественными средствами, почему ингушский народ так массово выступил на стороне большевиков, как они понимали революцию, как они понимали происходящие события, на что они надеялись, что они собирались сделать, что они ожидали от этих событий. И вот
эта задача, которая была поставлена самим автором, она и помогла ему реально отразить те события. В творчестве Ахмеда Бокова трудно выделить что-то по значимости. Каждое из произведений поднимает важные вопросы, отражает основные проблемы общества. Но все же сам писатель отдельно отмечал некоторые свои работы. Особенность формирования жанровой системы Ахмеда Бокова состоит в том, что произведения малых прозаических жанров, рассказы и повести послужили основой для более сложных эпических форм, то есть романа, дилогии, «Сыновья Беки» и драматургии, пьес и комедий, что является свойством высшей стадии искусства слова. В одном из интервью Ахмед Боков признавался: «Сыновья Беки» – моя любимая книга. На второе место я поставил бы «Узкие ворота». Сам не знаю почему. Эти две книги разделены интервалом в 30 лет. Когда я написал «Сыновья Беки», я думал, что вложил в нее всю душу, что у меня уже вроде бы ничего не осталось. А вот как оказалось, я многое перенес, многое испытал. У меня есть о чем писать. У каждого свое отношение к творчеству того или иного писателя. Но для меня, честно скажу, Боков художник, Боков писатель начался с его повести «Райхант». И потом уже дальше романная проза, которой уже на профессиональном уровне и я, мои студенты занимались. Нужно отметить, что тех тем, которых в своем творчестве коснулся именно Ахмед Боков, они до него не были осмыслены. Чтобы не быть голословной, скажем, например, тема труда, производственная тема впервые именно в его творчестве. И этой теме, осмыслению данной темы посвящен его роман «Юрский горизонт». Будем говорить о теме деревни, ингушской деревни, на разных этапах развития. То мы прежде всего отметим это «Багровые зори» Тириена Сейри и «Айбясти ваших асты», что эти разорванный круг в русском варианте. А если говорить об исторической прозе, то, конечно же, прежде всего нужно говорить о его романе «Сыновья Беки», который долгое время воспринимался как историко-революционный, но сегодня мы бесспорно можем говорить, что это произведение исторического характера. И более отдаленной истории тоже впервые в нашей литературе. И я скажу вот так масштабно, как Ахмед Боков, никто еще не коснулся. Это тема переселения горцев в Турцию. Это последнее его произведение, которое вышло в издательстве «Эльфа» «Нальчик» в 2003 году. Мало кто из национальных писателей может сравниться с Ахмедом Боковым в умении воспроизвести человеческие характеры. Его герои настолько живо описаны, что любой читатель без труда может представить в своем воображении тот или иной образ. Вот эта проблема национального характера в литературе, в частности ингушского, национального характера ингушей, она тоже очень на высоком уровне осмыслена в творчестве Ахмеда Бокова, с моей точки зрения. Вообще Боков у него очень сильная сторона, вот это портреты, характеристики людей. У него что не характер, то отдельная личность, то запоминающийся характер. Он очень талантливо описывал различные характеры людей, создавал образы людей. Нам никогда в голову не придет, что, например, фраза, которая принадлежит Хасану, вложить его в уста Хусена или кого-то другого. У него каждый герой чисто самобытен. В романе «Сыновья Беки» он показал взаимоотношения исторических событий и характеров. Произведения Ахмеда Бокова написаны на живом ингушском языке со всем его богатством, своеобразием и силой. Поэтому сегодня творчество писателя представляет важный источник и в изучении родного языка. В плане изучения языкового материала, я думаю, творчество Ахмеда Бокова тоже имеет для нас колоссальное значение. Почему? Потому что так как он язык свой мало кто знал.
Ахмед Боков сам писал свои произведения на ингушском языке и даже как-то обмолвился, что он хотел бы, чтобы его произведения читались на том ингушском языке, на котором он их создавал. Он очень хорошо знал русский язык, но он очень хорошо знал и ингушский язык, потому что он вырос в селе Сагапши, он вырос в то время, когда знание русского языка было очень не распространено, и поэтому, как будущий писатель, как человек языка, он все это сохранил в своей памяти. Он знал, очень хорошо знал ингушский язык. Творчество такого уровня не могло не привлечь внимание режиссеров театра. Национальный театр не раз обращался к произведениям Ахмеда Бокова. Последнюю постановку по роману «Сыновья Беки» осуществил Ингушский государственный драматический театр. О том, как велась работа по подготовке, рассказал присутствовавший на вечере режиссер-постановщик спектакля, народный артист Ингушетии Магомед Башир Костоев. Театр обращался к творчеству Ахмеда Бокова 3 раза. И все 3 раза к роману «Сыновья Беки». Все эти спектакли были очень восприняты, востребованы. Вечно спрашивают, когда они будут. Еще начиная с Грозного, начиная с Мустафы Бекова, я был 3-м постановщиком этого спектакля. И когда стал вопрос Ахмед Боков, панорамный писатель, о чем будем ставить спектакль, я сказал своему коллективу: мы будем ставить спектакль не о гражданской войне, не о проблемах кровной мести, не о проблемах тех людей, которые жили выживая. Мы будем ставить спектакль об ингушской женщине, о матери, которая при всех этих обстоятельствах остается благородной, вечной, переживающей, болеющей, не отступающей ни на шаг от своего предназначения. Вот эту тему мы хотели поднять, и эту роль сыграла замечательно, на мой взгляд, Зульфия Курхоева, народная артистка наша. Этот спектакль у нас идет, пользуясь случаем. Если вы видите афишу или услышите, приходите, вместе окунем все творчество. Это замечательного писателя, замечательного человека, гражданина. Многие из участников мероприятия, в частности писатели, журналисты, имели счастье знать Ахмеда Бокова лично. Каждый из них сохранил об этом удивительном человеке свои особенные, но одинаково теплые воспоминания. Не всем известно, но представляет отдельный интерес общественная деятельность писателя. В своем выступлении заместитель министра культуры и архивного дела Ингушетии Людмила Гитагазова рассказала о том, какую роль Ахмед Боков сыграл в деле присвоения Малгобеку звания «Город воинской славы». Есть еще одна сторона его жизни, которая тоже требует его великий патриотизм, большой патриотизм по отношению к городу Малгобеку, к селу Сагопши. Ведь он стоял первым человеком у истоков присвоения звания «Город воинской славы». Он очень много приложил труда, очень много писем. И, к сожалению, только после его смерти Малгобек получил свое звание. И когда бы мы ни проводили любое мероприятие в Малгобеке, мы всегда говорили, что прародителем этого звания является Ахмед Хамиевич Боков. Вот. Я сегодня очень благодарна всем, кто сегодня пришел. Я приветствую вас всех на сегодняшнем мероприятии. Это очень важное, сильное мероприятие, нужное нам всем, и взрослым, и молодым. Вот. И вот, как сказала хорошо Ханифа Магомедовна, сегодня вы, наша интеллигенция, ведущая нас вперед, показывающая нам те основные правильные и негативные стороны жизни нашей республики. Мне хотелось бы пожелать им всем большого здоровья, и чтобы ваш творческий труд всегда радовал нас, но и с нашей стороны находил понимание в том плане, что показывать помощи вам. Да, действительно, ее сегодня мало, но, может быть, это связано с объективными причинами, субъективными, но очень хотелось бы, чтобы вы получили то, что вы заслуживаете. Здоровья вам всем и больших творческих успехов. Видя, с каким уважением и грустью вспоминают об Ахмеде Бокове те, кто был с ним знаком, можно представить, как его не хватает родным и близким. Уход таких людей всегда оставляет ощущение пустоты, которую уже ничем не заполнишь. Родные писателя также поделились своими воспоминаниями о нем. Мы представить себе не могли, как быть без него. Он
придет, научит нас, и мы все знали, что нам надо делать. Вот что-то он видит, что мы грустные, что вот он посадит и научит нас, вот так надо, вот так надо, вот так надо. И, конечно, мне это, когда мне грустно, я сразу вспоминаю его слова. Я больше всего люблю книгу «Сыновья Беки». Конечно, и другие очень, вот мы вернемся на они, это его дяди с войны не вернулись, и он написал про них. Мне нравится сильно эта книга тоже. Это его родные дяди были. С особой теплотой вспоминают Ахмеда Бокова его внуки. Для них он был и мудрым наставником, и самым лучшим другом. В моих воспоминаниях мой дедушка Ахмед Боков запомнился как человек, который всегда занят работой. Каждый день он пишет новую страницу своего нового произведения, встречается с интересными людьми, активно участвует в общественной жизни республики. Несмотря на все эти тяжелые периоды в своей жизни, он смог найти свой путь и посредством творчества рассказать всему миру о истории ингушского народа. И в этом году не стало моего отца, Владимира Бокова. В последние годы своей жизни он очень много уделял изучению творческого наследия Ахмеда Бокова. И поэтому я хотела бы закончить свое выступление фрагментом из статьи моего отца, в которой он дает отрывок интервью Ахмеда Бокова. «Между моим детством и моей старостью немало лет, и время пронесло меня через многое, о чем даже не успеваешь задуматься. После 80 лет на жизнь смотришь совсем иначе, нежели когда ты молодой, и это естественно. Судьба подарила мне не только радостные дни, с которыми хочется делиться и держать их в своей памяти, но и темные, трагические дни и ночи, которые хочется поскорее забыть и не вспоминать. И их набралось совсем немало, скажу, большая часть моей жизни. Но, несмотря на это, хочу заявить всем, и, конечно, читателям моих книг, что жизнь стоит того, чтобы прожить ее всю достойно и честно. Банально звучит, но это главное в нашей жизни, потому что у каждого из нас в жизни будет день и ночь, когда глянешься назад. И, оглядевшись, еще раз я убедился, что был прав, когда не отрывался от народных корней, всегда был с народом, который меня и воспитал, и очень благодарен Всевышнему и всем читателям, потому что я никогда не был одинок. Спасибо за внимание. На этом мероприятии очень приятно находиться, но, конечно, как внучка Ахмеда Бокова, для меня это не просто писатель, а мой дедушка. Я, конечно же, вспоминаю его не просто как творческого человека, но и как человека, с которым я каждый день видела, наблюдала его. И поэтому это для меня двоякое чувство. С одной стороны, я его помню как действительно одного из таких выдающихся людей нашей республики, человека очень активного, деятельного. И помню его как такого простого человека, с которым мы часто делились, обсуждали какие-то события. Для меня этот человек также в моей памяти оставил очень важный такой момент, связанный с определением моей будущей профессии. Я по образованию историк, и вот выбор профессии был непосредственно таким же образом связан и с дедушкой, потому что он очень любил историю, он очень хорошо в ней разбирался, и когда я выбирала эту профессию, я даже получила от него своего рода напутствие. Для меня дедушка всегда остался в памяти как человек очень принципиальный, честный, человек, который всегда поможет в трудную минуту. То есть к нему, я сколько помню, всегда обращались и родственники, и соседи, и просто в принципе люди, которые даже из воспоминаний моего отца, он в последнее время очень часто рассказывал различные истории, которые были связаны с детством, с дедушкой. Он рассказывал, что дедушка очень помогал и молодым начинающим писателям, поэтам. Он это делал очень просто, и действительно ему получал удовольствие от того, что кому-то мог помочь. То есть, наверное, в памяти он остался таким светлым человеком, простым, душевным, и
человеком, который действительно получал удовольствие от своей работы. Лида Бокова, как историк по образованию, хорошо понимает историческое значение творчества деда. И, конечно, особенно радует то, что именно она, близкий человек, намерена работать дальше с архивом Ахмеда Бокова. Вот я недавно перечитывала «Сыновья Беки», и действительно, когда ты становишься старше и сам начинаешь тоже выбираешь свой жизненный путь, идешь по этому пути, ты осмысливаешь это произведение уже немножко по-другому. То есть сегодня, когда я даже перечитывала это произведение, я видела в нем многие мысли в этом романе очень были близки мне. То есть я немножко даже стала узнавать в этих героях действительно и дедушку, и своего даже отца. То есть действительно эти характеры, они были описаны с реальных людей. Для меня это личность, которую я буду, наверное, постигать еще долгое время. И надеюсь, что появится такая возможность реализовать в будущем проект по цифровизации его личного архива. Я хочу, чтобы все жители республики ознакомились с его личным архивом. Надеюсь, такое мероприятие удастся организовать в этом году, если получится, не в этом, но в следующем. И представить широкой общественности не только фото, а материалы, какие-то его архивные рукописи, которые, наверное, расскажут еще больше